Разницы нет, кто с кем встает, ваше время важное. Не смотрите, кто у вас справа, кто слева и так далее. На него смотреть не надо. В первую очередь участников ознакомливают с правилами гонки и сразу же команда по машинам. На стартовую прямую выезжают по очередности 2 автомобиля. Это классификационный заезд. Чемпионат республики по драг-рейсингу собрал вокруг себя более 500 человек. Несмотря на то, что турнир региональный, принять в нем участие решили и другие автоспортсмены Северного Кавказа. Как, например, Артур Алексанян, который приехал на своем железном монстре из Ставропольского края. С-класс, 201 кузов, а под капотом скрывается тойотовская рядная шестерка, улучшенная турбонаддувом. Выдает Mercedes 330 лошадиных сил. Превратить свой автомобиль в драг-кар Артур решил 2 года назад. Свапали тоже мотор такой же, ну, другие моторы, мерседесские. Ну, нам не понравилось. Через время купили другой Мерседес. Свапнули туда Приора мотор. На нем покатались. Это уже неинтересно стало. И решили свапнуть GZ. На площадке собрались машины разного вида, разного сегмента и доработки. Каждый из них хочет показать свой стиль и неплохой результат, а в лучшем случае оставить оппонентов дышать дымом из-под покрышек. Соревнуются даже внедорожники, которые в принципе не подходят для быстрой езды. А Ислам Ахильков с этим мнением не согласен. Он не разглашает, что скрывается под капотом его авто, но уверяет, что с места трогается со свистом от всех 4 колес. Как говорится, ковер покажет. Посмотрим, время все хорошее. Здесь на время все заезды, и время хорошее, очень хорошее время показывает машины. Пока я свой не замерял, ну, посмотрим. В 7 классах сражается около 50 участников. Зрителей в 10 раз больше. Настолько автоспорт полюбился ингушской молодежи. Это та категория особых водителей, которые не представляют свою жизнь без сотен лошадей под капотом, запаха жженой резины, секунд, когда кровь вскипает и газ до упора. Все это драг-рейсинг. В частности, как и все здесь находящиеся, получаю некое удовольствие от того, что здесь происходит. Видно, как все участники заряжены, так сказать, на все 100. И очень радует, что в нашей республике проводятся такие мероприятия, которые объединяют всех наших братьев из соседних республик, а также и соседей Закавказья. Не забыли на полигоне и о безопасности. Оснастили стартовые площадки огнетушителями, а рядом патрулирует скорая и пожарная помощь, и даже инспекторы ГИБДД. Сегодня любителей скорости не штрафуют. Организаторы продумали все до мелочей. Для победителей всех заездов предусмотрены 23 награды. В этом году порадовали и наши участники местные, их оказалось больше, чем обычно, около 11 человек. Уровень подготовки гонщиков наших тоже растет. Культура такой сборки авто в Ингушетии развивается уже не первый год. За это время наши спортсмены успели завоевать не одну награду. Как же Браил Бахмурзиев, член команды Inkstyle Motorsport. Он показал среди стран СНГ лучший результат. Прошел четверть мили за 8,3 секунды. Министерство спорта республики разрабатывает планы на развитие федерации. В дальнейшем планируем, если уладим все документы, бумажные дела, взять эту трассу на баланс Минспорта и уже как-то улучшить эту трассу, удлинить чуть-чуть, чтобы уже проводить более такие крупные, более значимые турниры. Если планы все же притворят в жизнь, автодром сможет принимать гонки всероссийского уровня, а для зрителей на первом месте зрелищная борьба на неограниченных скоростях. Особенность этого чемпионата в том, что вместе с топовыми пилотами в гонках могут участвовать все желающие. Микаил Тангиев, Адам Гулоев, Майрбек Миржоев, Новости 24.